Трогательная история на Закарпатье. Несколько дней две собаки лежали на железнодорожном полотне. Один пес согревал и прикрывал собой своего раненого сородича, рискуя собственной жизнью. О собаках волонтерам сообщили машинисты поездов. История о собачьей дружбе и верности, которая не оставила равнодушными тысячи людей. Далее. От этих кадров стынет кровь. Собаки лежат между рельсами, а на них на всех парах мчится поезд. Животные буквально вжимаются в шпалы. Состав проезжает, едва не зацепив их. Я, соответственно, побежал к поезду, начал махать руками, мол, стой, куда ты едешь? Ну, смотри, мы тут, собаки тут. Но, тем не менее, поезд, вместо того, чтобы останавливаться, он набирал обороты. И в этот самый момент собака, которая охраняла, села рядом с ней, и по мере приближения поезда обе собаки начали опускать головы. Волонтер Денис Малафеев с друзьями приехал спасать животных. О собаках, которые вот уже 2 дня лежали на путях, недалеко от Ужгорода, сообщил машинист одного из составов. Как оказалось, одну из них накануне сбил поезд. Второй пес все это время не отходил ни на шаг. Ложился рядом, когда приближался состав, и согревал. Подступиться к животным долго не могли. Самец защищал свою раненую подругу. Пришлось применить успокоительное. Надо было карабкаться на эту насыпь. Это было далеко, между городками. Дали по дозе седозина. Уже тогда завязали мордочки. Сложно было их с насыпи спустить. Там чисто физически даже сложно было их забрать. Собак привезли в приют, накормили. Когда события снимали этот сюжет, в приют нагрянули их хозяева. О том, что питомцы нашлись, они узнали из поста волонтеров в соцсети. Оказалось, это брат и сестра, Панда и Люси. 3 дня назад хозяева забыли закрыть калитку, и собаки убежали. Уже потеряли надежду их найти. Отец постоянно их на ночь отпускает. Днем они привязаны. Я к ним пришел как-то в гости и пошли в огород и услышали, что сзади поезда все сигналят. И не могли понять, в чем дело. Собаки пробежали почти 2 километра, пока не очутились на рельсах. Оказалось, ранены оба пса. У девочки легкое сотрясение мозга и ушиб бедра и таза. Все это такое, все это вопросы такие решаемые, по сути дела, отлежится. Я прописала препараты. У мальчика немножко нога, тоже ушиб ноги и отек передней левой ноги. Собак подлечили и отправили домой. Главное предписание ветеринара – покой. Трогательная история со счастливым концом всколыхнула соцсети. Люди называют ее новогодним чудом и примером любви, доброты, преданности и дружбы. Из Закарпатья Анина Кагасян, Николай Скунц. События. Канал Украина.